Всем привет, вы на канале Вася Пешеход, мы в Бресте, где Брестская Динамо примет, конечно же, сегодня Жодинская Торпеда. И борьба будет за очки, за 6 очков, получается, в Бресте вторая игра. Первая игра была в Жодино, где Брестская Динамо обыграла Жодинская Торпеда. Там и начинался мой путь для YouTube канала. Мое первое видео было снято совсем просто на телефон, спонтанно. И уже сегодня продолжаем гоночку за медальные места, за троечку как минимум. Ну а максимум верим, конечно же, что в последних 3 турах Брестская Динамо заберет все 9 очков. И мы уверены, что все будет для Бреста хорошо. Медали будут назначены, но в Еврокубках тоже дорога будет открыта. Очень остро начали брестские динамовцы. 2 контратаки хорошие. И продолжение печеньем. Центр. Конечно же, мяч остается за Динамо Брест. Оп. Владимирович. 12 команд, во-первых, посмотрите, Смолевичи там бодается, опять же, мы понимаем, как у нас с финансированием, если команды не датируемые из бюджета, то, в принципе, таких нет. А все на бюджете висит, и мы знаем, какая дыра в бюджете. Вопрос в чем? Команды слабые, подбор игроков слабый, и своими силами, своими доморощенными создать конкуренцию, скажем так, топ-клубам 5-7 очень сложно. Поэтому пришел в вышку, опять свалился, пришел, свалился. И это, как правило, я уже заметил, 3-4 команды из 16 ежегодно. А 12 это уже, условно говоря, те команды, которые наравне более-менее могут давать друг другу бой. Это раз. Второе, оно же поддерживает высокий уровень чемпионата, когда, скажем так, нужно постоянно быть в тонусе и постоянно настраиваться. И знать, что каждый может дать бой. Мозырь сегодня в этом году, такая команда, для которой генералов, условно говоря, нет. Молодцы. Не знаю, студенты, но при всем при том, у них правильный посыл. Основное это доморощенные. И растить и продавать игроков, на этом они зарабатывают себе бюджет. Это правильно. Потому что, в принципе, понимая, что в Бресте шикарная академия, шикарные условия, по всей республике и Жодину много по разным возрастам ребят в академии в Бресте, жодинских воспитанников, Дзюш. Хорошо, Брест есть академия. Батэ, условно говоря, есть академия, Солигорская есть академия. Все, по большому счету все. Минская Динамо, там, понятно, что есть школа. Все остальное, по большому счету, пачками, десятилетиями ведя детей, их просто выплевывают где-то за станок, потому что они не нужны. Начинают искать легионеров, и я тоже очень, скажем так, негативно отношусь к снятию ограничений и вообще непризнание легионерами россиян. Мы понимаем, ФНЛ уровень даже выше нашего чемпионата. Вы представляете, какой штат футболистов для ФНЛ, которые могут прийти сюда играть, а куда деваться нашим пацанам. Чтобы вырасти, я говорю, 3-4 академии могут подготовить под высшую команду, под команду высшей лиги футболистов, а остальные просто дети закрывают дыры, условно говоря, играя лицензию по возрастам. Поэтому, я считаю, да, есть хорошая молодежь, но на высшую лигу, на весь чемпионат количество игроков со всех школ такого количества не дашь, чтобы пополнять постоянно высшую лигу за счет доморощенных. Поэтому число легионеров, на мой взгляд, будет расти, и это неправильно, а свой доморощенный футбол мы закопаем. Это мое такое мнение. Ой, какая контратака Брестского Динамо. Денис Лаптев, ой, что творят. Владимирович под удар. И совсем чуть-чуть не хватает Брестскому Динамо для совершения быстрого гола, для забития, для взятия ворот. Если наша федерация не обдумается и начнет продвигать нашу молодежь,
соответственно, белорусский футбол со временем просто погибнет. Ну, оно, в принципе, уже к этому идет. При том, что условно, как вы говорите, уровень чемпионата растет. Но опять же, мы говорим о 5-7 командах. Но в целом по стране 1-2, тот же Шкурин, условно говоря, тот же Лисакович, понятно. Самородки, условно говоря, ребята талантливые. Если, ну, опять же, вы владеете информацией, средний уровень заработной платы и условия у специалистов, которые обучают детей в Академии Брестской. Я думаю, вполне они хорошие. И плюс, я, насколько знаю, и специалистов приглашают и из-за пределов, из-за рубежа, да. Из-за рубежа. Но это о чем-то говорит. То есть это долгосрочный проект, который рано или поздно все равно... С Брестским Динамо вообще непонятно, что будет в следующем году с клубом. По некоторой информации, многие футболисты поуходят. Кто-то в Минское Динамо, кто-то в Украину уедет. Ну, а кто-то даже перейдет в Рух, в Брестский Рух, который может быть главной командой города. А тут, конечно же, небольшой опасный момент в районе ворот Жодинской торпеды. Кто в ничейской сегодня сыграет с БТ, либо выиграет, что нам более важнее. Ничья. Ничья будет? Конечно. Ничья, это будет... Справедливо для обоих. Интрига конкретная. Блин! Все идет, просто все катится к голу, к забитому мячу. Мы надеемся, что Гордищук Михаил все же забьет свой мяч, потому что настолько пытается, это пум-пум-пум-пум и гол, мы ждем гол. После позиции игроков БТ пусть они победят. Скажу тебе так. Это не официальное интервью, давай. Не, ну я серьезно не говорю. Да, можно шутить, как на Comedy Club. То есть я понял про позицию, Да, про воскресные прогулки. Такая, да. То есть за позицию игроков БТ, ну, никогда не поддерживал ни Шахтер, ни БТ, да, но вот за позицию пускай они будут. Гордищук пропускает, Милевский и совсем немного не хватает Денису Лаптеву, чтобы достать более удобно до мяча и, конечно, более продуктивнее ударить створ ворот. Ну, как есть. Тишина, затишье. И... Пар. Ой, да! Забить мяч в офсайде или нет, я не знаю, тут как бы плохо было видно, но в любом случае гол забит, гол засчитан, счет в матче открыт. Как тебе футбол понравился? Да. Красавчик, на 5. И как тебе вообще первый тайм, забитый мяч, эмоции, что ожидаешь от финальной пулечки вообще в чемпионате? И как думаешь, сыграет Шахтер с БТ? Игра очень напряженная у нас в первом тайме. Валерьянка, просто пипец. Ожидаю от наших ребят только победы. Во втором тайме, я думаю, они соберутся, будет больше, будет лучше, будет красиво. Нам надо делать эту игру как минимум. И желательно хотелось бы, чтобы Шахта и БТ сыграли в ничеечку. Это было бы очень неплохо для нас. Это было бы очень хорошо. Давай. Забей ты, блядь, ну давай! Гол. Дружище,
Ну теперь Напарт ты по-любому должен остаться с нами до конца матча, либо же, если ты за Брест. Будем общаться ближе, где-нибудь 87-я минута. Счет будет 2-1 в пользу Торпедо. Посмотрим по счету. Если уже Брестский Динамо будет громить, вот тогда уже дольше не подойду. Договорились. Потому что мне нужно обходить полностью вокруг стадиона. Все. Договорились. Спасибо. Но в любом случае я подойду даже снизу после... Да, поблагодарим друг друга. Все, спасибо. Все. Самое главное здоровье. Спасибо. Вот такие вот, ребята, эмоции, фарсы, на голы у меня с обеих сторон. Надо отправляться к Брестской болельщикам, чтобы ловить для Брестской Динамо тоже. Андрюха, открывай лицо, для тебя ищут подписчики твои, срочно. Говорят, где Андрюха? Давай. Где Андрюха? Вот Андрюха. Андрюха, как тебе вообще первый тайм? Вообще огонь был, да? Первый нормально. Да, первый тайм вообще топ. А почему пропустили, Андрей? Как думаешь? Они сдохли просто. Встали и все. Посмотри. Жодина победу заслужили. Они просто лучше играют. Сосед. Спасибо! Спасибо, сосед. Спасибо. Почему пропустили? Потому что. Почему? Потому что Иди в магазин, спасибо. жена не пустит домой. Все нормально. Все нормально, договоришься? Конечно. Как после выезда? Все хорошо. Попал вовремя домой? В 5 утра? Почему тренера удалили? Кого удалили? Тренера. Физрука почему удалили? Да? Петрович удалили? О, ясно. Это блогер, иди, короче. Он не знал, что тренера удалили. Куда я думаю, что? Куда я Снимай же камеру, говорю? давай эту по залу эту накидку. И все, уходи. Ну, сколько? Что творится? Что творится? Башка. На этого пас, блядь, который ходит, блядь, пешком. Куда ему на ход пас, пешком идет. Ну давай! Савицкий, давай! Удар! Куда? Башка. Андрюха, тебя подписчики ищут. Передай приветом. Главное, чтобы бабы подписывались на меня. Мужики не надо, блядь. Главное, чтобы бабы подписывались, блядь. А то нехуй там в таборе сидеть, скажи, да. Это было 2-1, Брестская Динамо пропускает второй мяч и пиздец. Будет сейчас гол или нет? Ну. Что происходит с Динамо? Первый тайм просто был шикарный, и второй тайм просто разбитый весь. Проблемы в защите. Все об этом знают. Проблема в защите, и поэтому игра не пошла. Пенальти! Правильно ли назначили пенальти или нет? Как думаешь? Итак, ребят, завершился матч. Жодинская торпеда заслуженно победила Брестская Динамо 3-2. На последних секундах был забит решающий гол Жодинским торпедо. И, конечно же, Брестская Динамо уступает в этом матче.
шикарную атмосферу. Ребята, В общем, конечно, обидно мне как для болельщика, блин. Но матч крутой получился. И Жодинская торпеда в любом случае заслужила эту победу. Защиты у нас не было, к сожалению, никакой сегодня. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. В любом случае, оставляйте своими комментарии, ожидания о финальной пульке, что ждет в последних двух турах, кто займет первую тройку, какие будут по местам. Подписывайтесь просто на канал, и комментируйте, ставьте пальчик вверх. И всем спасибо большое за просмотр.